Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 17 января 2021 года, воскресенье. Достанем общую карту для всех. Вот карта дня туз трефовый. Это карта для овнов, для тельцов, близнецов, раков. Карта для львов, девы, весы, скорпионы. Карта для стрельца, козерога, водолея и рыб. Так, вот общая карта для всех. День будет таким вот тузом трефовым у нас, да. Карта эта очень хорошая, она обычно связана с таким гармоничным днем, с такими приятными энергиями, когда мы все стремимся к комфорту, когда мы хотим отдыха, красоты, музыки, любви и так далее. Это карта, когда мы можем вот почувствовать себя едиными с семьей, с друзьями, с каким-то близким человеком. Это карта, когда мы можем что-то своими руками делать красивое, или, может быть, готовить вкусный обед, ходить в кафе, рестораны. Это карта, когда мы можем поговорить с близким человеком по душам, да, и он нас услышит, и мы можем получить положительный ответ. А если мы делаем предложение сегодня, то обязательно слышим в ответ «да». В общем, это карта, когда у нас все получается, и, знаете, все это происходит очень как-то легко, приятно, как будто бы все способствует тому, чтобы у нас все получилось. Кроме того, эта карта очень часто с браком связана, да, может быть, у кого-то действительно брак, свадьба. Также карта говорит о том, что мы сегодня можем заключать какие-то соглашения, договариваться, да, это соглашения какие-то важные, которые вот надолго нас обязывают, да, которые заставляют нас входить в какой-то, знаете, новый круг жизни, да, вот что-то новое начинается. Также по этой карте очень часто идут дары, подарки и покупки, красивая одежда, украшения, да, вот все, что нам нравится, все, что украшает нашу жизнь, делает ее приятной. Вот такой день сегодня. И если вы планировали как раз вот в этом направлении что-то предпринимать, да, вот замечательно. Если же вы хотели работать, то, конечно, здесь вот карта, она предполагает, наверное, больше сохранение ресурсов, отдых, наслаждение тем, что есть, да, вот поработали, а теперь пришло время пользоваться тем, что вот мы заработали, да, что заслужили. Овны, у вас семерка пиковая выпадает, для вас, овны, какое-то важное сообщение сегодня, письмо, звонок, человек что-то важное скажет, может быть, вы это ждали давно, может быть, это неожиданно. Также, может быть, кто-то посылку получит, какой-то заказ, письмо какое-то важное, да. Может быть, сегодня вы узнаете что-то о своей семье, какую-то информацию, о своих друзьях. Также, может быть, сегодня какие-то счета приходится оплачивать, да, или, может быть, вы обучаетесь сегодня, может быть, много какой-то работы, вот именно с информацией связано, может быть, готовитесь к каким-то контрольным зачетам и так далее. Может быть, если вы нигде не учитесь, это просто день, когда мы можем искать нужную информацию, находить, мы можем читать какую-то важную литературу, но здесь вот больше не художественная литература, не художественные тексты, а какие-то научные, полезная какая-то информация, которая помогает вот именно зарабатывать, развиваться и так далее. Также по этой карте очень часто приходит какой-то человек, который способен нам помочь. Он как раз вот может нас научить чему-то, если мы не умеем. Он может какую-то тему раскрыть, да, какую-то информацию предоставить нужную. Он может нас с кем-то познакомить, помирить, да, то есть такой посредник. Мы сами можем сегодня, уважаемые овны, быть посредниками. Так что вот ну, успевайте, да, то есть такая будет энергия дня, вот именно информационная, легкая, хорошая для общения, для обмена информацией, для обучения и так далее. Кстати, если будет
сообщение какое-то неожиданное получено, да, то, скорее всего, вы здесь будете даже удивлены, шокированы как-то. Это совершенно, скорее всего, то, чего вы не ждете. Тельцы, у вас девятка трефовая выпадает, у вас день тоже связан с творчеством, с красотой, но здесь знаете, вот вы не пытаетесь, допустим, для кого-то сделать день приятным. Здесь вот самое главное вам позаботиться о себе. Вам самим нужно отдохнуть, напитаться вот этими энергиями положительными, заняться любимым делом, может быть, красотой сходить, если вы девушка, да, сходить, допустим, в салон красоты или еще что-то вот в этом роде, да, вот эти энергии, когда мы выражаем себя, когда мы показываем себя, вот это то, что нужно сегодня. Кроме того, вот по девятке трефовой могут быть какие-то повседневные дела, которые мы делаем с удовольствием, да, как-то творчески подходим к этому. Очень часто вопросы решаются с карьерой и должностью, несмотря на то, что сегодня воскресенье, возможно, какая-то информация придет нужная, тем более тут семерка пиковая рядом, да, может быть, вы что-то об обучении узнаете, о сдаче экзаменов, о каких-то бумагах, дипломах или, или еще о чем-то таком, да, вот что повлияет на вашу карьеру. Так, что еще может быть по девятке трефовой? Может быть какой-то обман, может быть какая-то ложь, либо вам самим приходится обманывать сегодня, как-то приукрашивать, да, либо кто-то вас обманывает. Также часто вот по этой карте очень успешно мы можем делать фотосессии, допустим, да, создавать какой-то свой новый образ, снимать себя на камеру, проводить разного рода трансляции. Вот тоже очень такой удачный день, когда вот мы привлекаем внимание. Так, следующая карта для близнецов, десятка бубновая. У вас, уважаемые близнецы, сегодня день, когда открывается какая-то тайна, открывается что-то такое, на что вы никак не рассчитывали, чего вы никак не ждали. Эта карта, знаете, вот показывает какой-то сюрприз, да, это может быть и приятный сюрприз, да, и неприятный, потому что вот рядом у нас девятка трефовая, она может как-то удивлять нас, да, поэтому вот сюрприз точно будет, но уже для каждого он по-своему будет проигран, да. Также эта карта какого-то анализа, да, когда вы, может быть, разбираетесь в какой-то ситуации с какими-то людьми, что о чем-то договариваетесь. Вы можете проверять счета сегодня, подводить какие-то итоги. Вы можете сегодня вот учиться читать, писать и так далее, заниматься какими-то профессиональными делами. Вы можете читать просто книгу, допустим. Может быть, вы вообще посвятите день просто тому, что с книгой на диване можете весь день проваляться, да. Также эта карта еще связана с разного рода какими-то программами, да, вот, допустим, программы в интернете. Скачиваете, учитесь на ней работать и так далее. Или, может быть, у вас какой-то сегодня исследовательский дух такой, да, вы делаете какое-то свое открытие, скажем так, да, может быть, в любой сфере абсолютно, и в профессиональной, да, и в каком-то житейском плане, может быть. Вообще, эта карта очень часто связана с лабораториями, знаете, с кабинетной работой, когда вот что-то мы ищем и находим, да, вот ответ на важный вопрос на какой-то на свой. Кстати, карта хорошая для того, чтобы найти нужного преподавателя, учителя, для того, чтобы найти нужного человека, познакомиться с нужными людьми. Вот это все будет очень важно, и могут решаться какие-то юридические вопросы. Может быть, вы просто будете готовить какие-то документы, бумаги, собирать информацию и так далее. Может быть, допустим, кто-то собирает строиться, да, или приобретать жилье в строящемся доме. Может быть, кто-то собирается учиться. В общем, ну, много здесь разных тем, когда мы к чему-то подготавливаемся, да, может быть, не сейчас еще действуем, но вот очень нужно все хорошенечко обдумать, все хорошенечко обговорить, составить какой-то план, список, инструкцию и так далее. Следующая карта для раков — король пиковый.
У вас, уважаемые раки, сегодня день общения с семьей, скорее всего. Эта карта связана с родителями очень часто, дедушками, бабушками, да, может быть, вот вы приходите к своим родителям или какая-то помощь нужна им от вас. Это карта, когда вы можете советоваться, вы можете а, просто, как бы, знаете, поддерживать связь, да, вот со своей семьей, со своим родом. Вы прям почувствуете, что вам это необходимо. Необходимо просто вот эта связь, которая у вас с семьей создана, да, вот она как-то вас будет питать, поддерживать и так далее. А также карта здесь говорит о том, что если это не с семьей, не с родителями связано, да, может быть, вы будете сегодня завершать какой-то проект очень важный. Вы можете обращаться к человеку, какому-то мудрому профессионалу хорошему, да, он может вам в чем-то помочь. Сегодня может быть какая-то задача выполнена очень сложная, да, может быть, не первый день вы этим занимаетесь. В общем, карта очень такого ам, хорошего завершения, да, выхода на новый уровень. Здесь мы можем получать какие-то наставления, мудрость какую-то, да, мы можем заканчивать что-то очень важное для нас. И, кстати, вот эта карта еще и нашей самооценки, карта нашей уверенности в себе, да, вот то, что мы делаем сегодня, оно прям очень сильно нас поднимает. И, кстати, люди вокруг нас, они прям вот это чувствуют, могут даже нам об этом говорить. Также по этой карте могут быть подарки. Подарки от других членов семьи, да. Это может быть что-то красивое, это может быть что-то полезное. Может, кстати, будете решать какой-то вопрос с землей или с недвижимостью со своей семьей. Так, следующая карта для львов. Восьмерка пиковая. У вас, уважаемые львы, сегодня, скорее всего, будет либо много общения, либо прям встречи будут с людьми, да, либо это будет разговор, допустим, по телефону или через сеть общения, но очень много общения. Возможно, это работа ваша, да, возможно, это просто вы таким образом проводите выходные, отдыхаете. А также очень часто эта карта показатель каких-то вечеринок, собраний с друзьями или с коллегами. Мы что-то здесь решаем, мы можем м, знакомиться с людьми для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, продвинуть какую-то услугу, товар или еще что-то такое. Мы можем на аудиторию что-то говорить, да, это может быть трансляция какая-то. Ну, в принципе, карта очень гармоничная, как-то все очень приятно проходит, люди настроены все положительно. Также это денежная карта, но только когда деньги приходят сразу из нескольких источников, то есть это не сразу большая какая-то крупная сумма, а вот так по мелочам она приходит. И также карта говорит о том, что ваши навыки здесь приносят деньги, то есть именно заработанные деньги, да, не просто вот какие-то подарки, а вот именно за ваши таланты, способности, за ваш опыт профессиональный и так далее. Также может быть, вот по этой карте вы с кем-то договариваетесь, допустим, о сделке, о продаже покупки. Вы можете здесь кого-то вдохновить, да, вот здесь как консультирование такое может быть, и вы вдохновляете кого-то, то есть сами в процессе не участвуете, но кого-то на что-то прям очень мотивируете. Так, теперь у нас карта для Девы, Валет Пиковый. Вы можете просто, уважаемые девы, сегодня расслабиться, вы отдыхаете, можете там дурачиться, как-то реализовывать какие-то свои внутренние такие желания, потребности. Хорошая карта для того, чтобы приобретать какие-то приятные мелочи, да, не полезные вещи, а вот именно те, которые нас радуют. Хорошая карта для новых знакомств, хорошая карта для того, чтобы начать учиться чему-то. Вот самое главное по этой карте признавать, что вы чего-то не знаете. Потому что если, допустим, вы будете чего-то не знать, но при этом скрываете это, да, и просто как-то
твердо стоите на своей позиции, а она может быть не совсем правильная, вот это может навредить. Кроме того, вот есть сегодня люди, которые хотят воспользоваться вашим незнанием или вашей неосведомленностью, да, и это не очень может хорошо закончиться. Особенно вот в денежном плане, посмотрите, вот прям есть много людей, которые вас соблазняют на какие-то, может быть, покупки, да, или еще на что-то, на взаимоотношения, да, но эти люди, они чего-то от вас хотят. То есть это, ам, знаете, вот нельзя сегодня быть наивными, нельзя сегодня быть такими слишком простодушными, потому что это может навредить. Хорошее время для того, чтобы, знаете, побыть вам немножко эгоистом, для того, чтобы прожить этот день для себя, вот как душа хочет. Вот сконцентрироваться на себе, это полезно будет сегодня. Так, следующая карта для весов. Здесь туз бубновый выпадает. У вас, уважаемые весы, просто сказочно счастливый день. И эта карта всегда показывает, знаете, праздник, знакомство, вообще просто счастье бывает с ничего. Вот просыпаешься, да, и просто чувствуешь счастье. Вот кажется, вроде бы нет причин для этого. Вот такое состояние, такое настроение. А также карта может говорить о том, что сегодня может быть какой-то успех у вас, да, может быть какое-то предложение принято ваше, может быть вас оценили, может быть вы деньги заработали, подарок получили. Вот это, знаете, карта, когда мы вот вложились во что-то и получили результат, да, то есть здесь все заслужено, здесь просто так не бывает. Здесь приходит в нашу жизнь только то, вот где мы вложились, где мы себя победили, страхи свои преодолели, да, вот здесь вот какая-то победа, какое-то улучшение в жизни приходит. А также эта карта очень большой такой жизненной энергии, жизненной силы. Если кто-то болел, выздоравливают обязательно. Это карта, когда хорошо, вот, может быть, часть дня провести на улице или за городом, да, в парке где-нибудь погулять, а вечером обязательно, допустим, сходить развлечься или сходить туда, где вкусно кормят и так далее. Вот очень хороший день, прям полностью его нужно как бы использовать для того, чтобы наполниться счастьем, надолго хватит вам этой энергии. И, кстати, у вас сегодня может подняться самооценка очень сильно. Скорее всего, это из-за того, что какие-то люди говорят о вас хорошо, да, и из-за того, что вот просто как бы судьба, да, вот подкидывает вам разные приятные случайности, и вот решаются, знаете, все вопросы, все проблемы просто на ходу. Вообще нет сложностей никаких. Ну, замечательный день. Для вас, уважаемые скорпионы, восьмерка бубновая выпадает. Вы, конечно, будете сегодня а, решать вопросы, которые долгое время не решались, причем успешно решать. Здесь, скорее всего, или люди появляются, или события происходят, которые позволяют вам как-то по-новому развернуть свою жизнь, по-новому решить какой-то вопрос. Ам, Знаете, как будто вот вмешивается в вашу жизнь сама судьба и как-то, может быть, даже не совсем от вас зависит. Вот самое главное вам реагировать правильно, то есть брать вот эти возможности, которые приходят, не отказываться от них. Если люди какие-то появляются сегодня, вот они тоже важны. Может на первый взгляд показаться, что этот человек там неподходящий, да, но нет, не отказывайтесь так сразу, потому что вот неожиданности разные, судьба, не, ну, как бы неожиданности приходят вовремя, да, вот что-то нужно, на что-то будет этот человек влиять, да, или как-то поможет эта ситуация. Также эта карта говорит о том, что у вас может быть сегодня такое предчувствие, что скоро произойдет какое-то значимое событие. Разрешится трудная ситуация, решится проблема, может быть, с деньгами, с работой. Может быть, вы получите ответ на свой вопрос. В общем, что-то такое очень важное происходит. Это день, когда действительно у нас происходят какие-то кармические события, очень важные, причем они неожиданные, удивляют, шокируют и так далее. Стрельцы, у вас король бубновый.
У вас, уважаемые стрельцы, день, когда вы как-то по-новому его проводите, не так, как привыкли вы обычно выходной день проводить. Скорее всего, это либо поездка в новое место, или какие-то покупки дорогие, которых вы себе раньше не позволяли, или это подарки от людей такие вот дорогие. Также карта говорит вообще о том, что вот с деньгами какие-то у вас вопросы решаются. Если не было денег, да, то приходят или какой-то финансовый источник открывается, идея какая-то приходит, человек с предложением приходит. Может быть, коммерческие какие-то вопросы решаются, вопросы купли-продажи, да, это вот то, что надо. Вообще любые ам, вопросы, связанные с чем-то новым, да, вот, допустим, вы раньше, как ни старались, никак не могли, допустим, перейти на новую работу, или как ни старались, никак не могли решить вопросы с финансами, да, или как ни старались, никак не могли встретить человека, с которым могли бы, допустим, какое-то дело вместе начать, да, чтобы вот зарабатывать вместе. А вот сегодня все получается. Вот действительно снимаются ограничения, убираются какие-то преграды, все начинает двигаться, работать, у вас силы появляются, у вас возможности, деньги, люди, информация, все приходит к вам. Просто вот вы становитесь как будто бы всемогущим сегодня, да, просто не ожидая этого даже, какая-то удача. Козероги, девятка бубновая у вас. У вас, уважаемые козероги, сегодня день, скорее всего, какого-то завершения. Могут завершиться отношения, может завершиться какой-то большой проект, да, над которым вы работали. Может закончиться контракт, допустим, или еще что такое важное. Может быть, вы решите переехать с места на место, перейти с работы на работу. Но какие-то значимые у вас здесь изменения происходят. Кроме того, вы можете, вот, чтобы этот день прошел хорошо для вас, уважаемые козероги, вам желательно, конечно, сегодня ам, приложить куда-то силы свои, да, потому что у вас, скорее всего, вот если их не потратить, те силы, которые сегодня приходят, они вот просто все могут вокруг разрушать. Да, в том числе и вас, и ваше здоровье. Поэтому сегодня неплохо было бы, конечно, пойти в спортзал, да, какие-то силовые нагрузки, может быть, боксом заняться или еще что-то такое вот для мужчин. Для девушек какие-нибудь ну, тоже какие-нибудь силовые бы такие упражнения, допустим, поделать, да. В общем, карта говорит о том, что вам нужно обязательно вот эту энергию мощную направить в конструктивное русло. Или, допустим, если у вас одно что-то уходит, нужно сконцентрироваться на будущем. Куда теперь направить мне свою энергию, да? Что будет с моей работой, что будет с моими финансами, или какой у меня будет новый партнер, или что я буду делать на новом месте, да, то есть нужно запланировать, начать уже как-то действовать для того, чтобы вот энергию пустить в правильное русло, а не для того, чтобы сидеть расстраиваться или думать о чем-то плохом. Также здесь могут быть люди, которые ведут себя не очень хорошо, да, как-то нажимают, критикуют, может быть, даже силу кто-то хочет применить по отношению к вам, да, то есть какое-то деструктивное поведение и масса отрицательных эмоций может быть. Поэтому смотрите, вот сегодня не допускайте такого отношения к вам, да, здесь это можно сделать. Карта говорит о том, что вот сегодняшний день, он значит очень много. Вот как вы его проведете, так и будет дальше разворачиваться ваша жизнь. То есть это такие большие перемены, которые в вашей жизни происходят. Но от вас зависит, во что, ну, в какое направление это все выльется. Заканчивается, да, но начинается это новое, и поэтому вот нужно выбрать направление, дать направление этому новому. Так, следующая карта для водолеев, десятка пиковая. У вас, уважаемые водолеи, сегодня день, когда вот крупные суммы денег могут приходить. Или вы решаете вопросы с кредитами, да, может быть, берете большой кредит, или, может быть, выплачиваете какую-то сумму по кредиту. Также может быть ситуация, когда
Может быть, какие-то люди появляются в вашем окружении и способны вас как-то помочь, протолкнуть. Это, знаете, это новое окружение, это новый образ жизни какой-то даже может быть, это новые места, куда вы едете. Вот, знаете, все, что происходит сегодня, оно как-то меняет ваше мировоззрение. Вот то, что раньше вы считали невозможным, оно вдруг сегодня становится возможным для вас. То есть вот благодаря вот этому новому, что в жизнь входит, меняется вообще ваш взгляд. Также это карта путешествий, это карта переездов с места на место, из города в город, и даже поездки за границу тоже часто по этой карте идут. Что еще здесь может быть важное? Может быть, открываются какие-то возможности вот денежные, финансовые. Может быть, вы найдете хорошего учителя, преподавателя, человека, который покажет, где вы можете заработать или где вы можете работать. Это хороший день для изучения иностранных языков. Это хороший день для того, чтобы ам, образ свой новый создать, одежду какую-то купить такой известной марки, да, и так далее. То есть вот здесь все новое у вас. А следующая карта для рыб – это дама червовая. Если у водолеев все происходило как бы в обществе больше, да, то есть вы меняетесь, потому что другие люди вас по-другому видят. Вот у рыб все по-другому. У вас дома изменения, у вас в самой обстановке могут быть изменения. Да? Вы можете приобретать мебель, вы можете что-то ремонтировать, убирать, переставлять. Вы можете, допустим, кого-то провожать в какую-то поездку, какого-то члена семьи, да, или кто-то к вам приезжает. У вас может быть новый какой-то человек появляется в окружении, новые друзья, которые к вам в дом приходят, и так далее. То есть вот здесь именно в доме перемены такие происходят. Ну, также эта карта вот поездок, отъездов, это карта полетов, может быть, перелетов, да, на самолете тоже это очень часто показывает. Ну и, в принципе, любых путешествий. Неожиданные новости тоже приходят, они, скорее всего, касаются вот семьи, членов семьи. Если у вас были какие-то сложности со здоровьем, у вас или у тех, кто в вашем доме есть еще, да, если были какие-то сложности со здоровьем, то здесь вот как раз момент улучшения ситуации. И вообще эта карта всегда показывает улучшение ситуации вот в той теме, где у вас проблема. Давайте посмотрим, чем закончится день, результат дня. Выпадает у нас самая замечательная карта Джокер, да, это значит, что нужно расслабиться, обо всем забыть, не думать о проблемах и вот дать себе возможность просто наслаждаться жизнью, радоваться, играть, праздновать, заниматься тем, что хочется, да, это вот как раз то, что необходимо в этот вечер, в этот день. Друзья, желаю всем всего самого замечательного, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!